Иногда одно короткое обращение говорит о стране больше, чем сотни громких слов. Сейчас вы услышите, как американская девушка говорит о Казахстане и казахском языке. Послушайте внимательно. Здесь важно каждое слово. Сәлеметсіңдер ме достар, менің атым Айбала. Обратите внимание, она начинает не с объяснений, не с оправданий, а с уважения. Простое казахское приветствие. И уже с первых секунд видно, это не игра и не показуха. Это искреннее отношение к языку и культуре. Мен американдық қыз, қазақша сөйлей аламын. Вдумайтесь в этот момент. Она не говорит «меня заставили». Она говорит «я учу». Американская девушка, которая по собственной воле изучает казахский язык. Это и есть настоящая сила культуры, когда к ней тянутся сами. Мен дағы 20 басқа тілде сөйлей аламын. Мен Атланта қала, Джорджия штаты, Америка құрама штатыдан келдім. Мен қазақша 3 жыл үйреніп болдым. 3 года. Это не месяц, не курс, не интерес на время. Это труд. Это уважение к языку и к народу. И такие примеры показывают, казахский язык имеет будущее далеко за пределами Казахстана. Мен дағы Қазақстан өтіп барғым келеді. Менің жан досым Шахизада Үшрал ауылдан келдім. Это очень важный момент. Она обращается не к абстрактной аудитории, а к друзьям. Значит, казахский язык для нее – это уже не учебник, а живое общение, живые люди и настоящие связи. Менің сүйкімді қазақша сөздер бірінші ойбай, маған осы сөз маған көп ұнайды. Екінші сондықтан маған ұнайды. Білмеймін неге, бірақ маған ұнайды. Үшінші қанағаты дыры маған дықтағаныңыздан. Рахмет сіздер және сау болыңыз. Қазақстан алға. Такие обращения нужно не просто слушать, их нужно слышать. Потому что уважение к языку начинается не с требований, а с примера. И когда человек из другой страны говорит о казахском языке с таким теплом, это повод для гордости и благодарности. Казахстан силен именно такими моментами.